на режиссера, ну, он такой достаточно очень талантливый человек со своими видениями, креативный очень. Он так идет по улице, ну, и смотрит. Я, допустим, естественно, одеваюсь очень просто, как бы, ну, потому что мне удобно, я одеваю там шлепанцы, да, какие-нибудь там шортики, маечку, футболочку. Он говорит, вот, ну ты какая, ну идешь, ты какая-то не красавица идешь, да, вот смотрит по тебя какой-то папарацци, да, был бы, говорит, я папарацци, я бы ходила бы вас всех, ждал бы, выжидал бы, во что одеты, с кем ходите, и выкладывал, ну, как бы, якобы, тоже желтые прессы, ну, интересно, это, наоборот, скандалы, мне кажется, да, какие-то там различные ситуации, хорошие, наоборот, больше притягивает публику, да, интерес людей, притягивает такие, как сказать, да, не очень хорошие новости, да, не больше притягивает, чем нежели я такая хорошая, так больше отдавайте, да. Ну, я понял. Это было интересно, когда мне брат сказал. Ну и также тоже хотелось бы, чтобы больше писали о наших известных личностях, не только об одних и тех же, потому что это тоже проблемно. Пишут журналисты знакомые своих знакомых, да, пишут только, берут интервью только своих знакомых. А взять тех же, да, говорите, спортсменов, да, кто знает наших спортсменов, у нас есть в Бурятии чемпионы мира, да, чемпионы Европы, мы их в принципе не знаем. Я когда узнала, что брат моего знакомого чемпион Европы по борьбе, я была настолько удивлена, что мы не знаем таких героев, да. Действительно, это очень плохо. И в этом, мне кажется, есть какой-то минус нашей прессы, наших СМИ. Печатать только по заказам. Очень есть хорошо, как они стараются привлекать народ к своей какой-нибудь газете, журналу.